Ну, не менее достойно, но уже на республиканских соревнованиях выступили айхальские дзюдоисты. Из 13 участников 12 стали победителями и призерами. Команда юных спортсменов привезла 8 первых мест. Анна Захарова встретилась с ними. Айхальские спортсмены приняли участие сразу в нескольких соревнованиях. Сначала они стали участниками 19-го республиканского турнира по дзюдо на Кубок спортивного клуба «Славутич», который прошел в городе Якутске. В этом году данное мероприятие было приурочено к празднованию 70-летия Великой Победы. Из команды Айхала первые места в своих весовых категориях заняли Никита Нефедов, Артур Курбангалиев, Ахмед Наби Абдулмуслимов. Соперники были очень тяжелые, намного меня старше. Было тяжело бороться сильно. Ну, я выступил довольно неплохо. Мне дал этот опыт, что больше тренироваться, больше надо нагружаться, силы отрабатывать все больше. После удачного выступления на традиционном турнире клуба «Славутич» айхальские дзюдоисты отправились в город Покровск, где состоялось открытое первенство республики по дзюдо среди учащихся 99-го и 2000-го годов рождения. Достойное выступление дали спортсменам из Айхала путевку на 18-й традиционный международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек «Олимпийские старты Кубок Победы», который пройдет в Санкт-Петербурге. В этом году, конечно, дети очень хорошо отборолись, я считаю. У нас 8 первых в 2016 году. Дети Азии будут. Да, сейчас детей просматривают, смотрят, кто у нас ребята уже неоднократно. Есть у нас вот это 2000 год и пятикратные, там, трехкратные победители, призеры, и четырехкратные. Но такие уже дети показали неплохие результаты. Поездка спортсменов состоялась благодаря поддержке администрации поселка, правкома Айхальского ГОКа, КСК и Комитету по физической культуре и спорту Мирнинского района. Анна Захарова, Андрей Шаповалов, телерадиокомпания «Алмазный край».